Бисмиллахи р-Рахмани р-Рахим. Возникновение школ Ахль-ас-Сунна. Тех, кто не следует ни одному из 4 мазхабов Ахль-ас-Сунна валь-Джамаа, называют гайр-мукаллидин. Гайр-мукаллидин. Не последователи. Или же, по-другому, безмазхабные. Они, безмазхабные ученые, в свое оправдание обычно говорят: Всевышний Аллах и Его посланник не предписывали нам следовать за кем-либо из простых смертных или следовать какому-нибудь мазхабу. В ответ им можно указать на следующие аяты благородного Корана. Здесь нужно добавить, что безмазхабные – это при упоминании безмазхабности речь будет идти только об ученых безмазхабниках, потому что не про обычных мусульман, которые еще не определились с выбором пути из-за отсутствия достаточной информации. Аяты Корана, Всевышний Аллах Субхану ва Тааля говорит в аятах Корана: «О вы, которые уверовали, бойтесь Аллаха, ищите приближение к Нему и усердствуйте на пути Его. Может быть, вы будете счастливы». 5 сура, 35 аят. Еще в 21 суре, в 7 аяте, Аллах Субхану ва Тааля еще обращается: «Фас'алу ахлю зикр ин кунтум ла та'ламун». Спросите же у людей напоминание, если вы чего-то не знаете. Многочисленные хадисы об основателях 4 мазхабов суннитов приведены в книге Асхаб Кирам Ахмада аль-Фарука ас-Сархинди, который умер в 1034 году по хиджре, то есть, или иначе, по григорианскому, 1624 году. Основатели этих школ, как было уже сказано, ученые самой высокой категории. А в известном сборнике «Джами ас-Сахих» имам аль-Бухари приведен общеизвестный хадис: «Аль-уляма ураса аль-амбия» – ученые, наследники пророков. Современным мусульманам, неискушенным в тонкостях многочисленных взаимодополняющих наук, вероучения и религиозного права, невозможно постигнуть этого пути. Постигнуть путь посланника, пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, без чтения и изучения книг ученых. Если учесть, что в исламе существует 20 основных и 80 вспомогательных наук, то становится более чем ясно, что самостоятельно освоить из океана знаний хотя бы самое необходимое практически невозможно. Этим багажом знаний в полном объеме обладали только муджтахид мутлак, то есть мутлак аль-муджтахид, и их ученики, основатели школ, мазхабов Ахль-ас-Сунна валь-Джамаат. Напрашивается вывод: получать знания возможно лишь путем изучения книг ученых суннитов, последователей 4 богословско-правовых школ, мазхабов, так как следовать одному из 4 мазхабов, приверженцев сунны, значит следовать предписаниям Корана и сунны наилучшим образом, а стало быть, следовать пути, указанному посланником Мухаммадом, саллаллаху алейхи вассалям, то есть идти по сунне пророка. Муджтахиды, передатчики знаний мазхаба ханафи. Ученые, передававшие знания каждому мазхабу от самого пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, были истинными последователями Корана,
и приверженцами сунны, так как получали знания по непрерывной цепи передатчиков. Возьмем, например, мазхаб имама Азама Абу Ханифы. Основателем мазхаба имама Абу Ханифа, то есть являлся имам Абу Ханифа, который умер в 150 году хиджры, получил основные знания по фикху от имама Хаммад бин Аби Сулеймана, который умер в 120 году по хиджре, то есть в 738 году по милади, григорианскому календарю. Тот же, в свою очередь, учился у Ибрахима ан-Нахаи, который умер в 96 году по хиджре, в 715 году, который учился у Алкама бин Кайса, умершего в 62 году по хиджре, в 681 году. Алкама же был учеником знаменитого сахаба Абдуллаха ибн Масуда, радiyallahu ан, который был, как мы знаем, самым близким сподвижником пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям. Теперь посмотрим, кто они, эти муджтахиды. Абдуллах ибн Масуд, радiyallahu ан, умер в 32 году по хиджре, в 651 году, первый в цепи передатчиков знаний по фикху мазхаба Абу Ханифа. Абдуллах ибн Масуд был шестым человеком, принявшим ислам, то есть одним из первых практически. В то время был очень молод, то есть когда принял ислам, был очень молод. Дважды совершал хиджру, вначале в Абиссинию, в Эфиопию, а затем в Ясриб, в Медину. И до и после хиджры постоянно жил и находился рядом с пророком Мухаммадом, саллиллаху алейхи вассалям. Из-за этого многие считали его членом семьи самого посланника Ахль-Байт. Некоторые думали, что он из семьи пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям. Был участником всех сражений против неверных и одним из немногих сподвижников, знавших наизусть полный Коран. Также знал на память и передал большое количество хадисов. Он стремился во всем следовать пророку Мухаммаду, саллиллаху алейхи вассалям, и был из числа лучших его учеников. Ученые ислама называют Абдуллаха ибн Масуда первым муфассиром, и рядом с ним еще называют Абдулла ибн Аббаса. Абдулла ибн Масуд и Абдулла ибн Аббас, они были первыми муфассирами, первыми комментаторами Корана. Имам также был и одним из первых и лучших знатоков религиозного права, фикха. Знания, полученные от пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, передал своим ученикам, среди которых выделялся своими знаниями Алкама ибн Кайс. Алкама ибн Кайс умер в 62 году по хиджре, в 681 году по григорианскому календарю, по милади. Его полное имя Абу Шибль Алкама бин Кайс бин Абдуллах бин Малик ан-Нахари аль-Куфи. Алкама бин Кайс, выдающийся табигин и известный ученый по фикху, толкованию Корана, хадисам и другим религиозным наукам. Он из числа тех, кто родился при жизни пророка, саллиллаху алейхи вассалям, но не видел его, то есть Мухадрамун. Все ученые единодушно признают высочайшую степень его образованности. Алкама встречался со многими сподвижниками, ридвануллаху алейхим аджмаин, обучался у них разным наукам и изучал хадисы у них, в том числе у самого Абу Бакра Сиддика, Умара ибн Хаттаба, Усман ибн Гаффана, Али ибн Абу Талиба, Айши, Абдуллах ибн Масуда, Салман аль-Фариси, Абу Дарда, Хузайфат аль-Ямани, ридвануллахи алейхим аджмаин. Алкама сражался в Нихаванде против хариджитов с саблей в руках и плечом к плечу с хазратом Али,
бин Абу Талиб, ради Аллаху. Таких ученых, как Алкама, называют Раббани, божественный, или ученый от Бога. Ученый милостью Всевышнего Аллаха, он и в жизни неукоснительно следовал сообразно полученным знаниям, и в этом смысле был святым человеком. В числе его знаменитых учеников был Ибрахим ан-Нахаи и аш-Ша'би, которых обучал он фикх, которые изучали у него фикх. Ибрахим ан-Нахаи, Абу Имран, умер в 96 году, по хиджре 715 году по милади. Полное имя Ибрахим бин Язид бин Асвад бин Амр бин Рабиа бин Харис бин Саад бин Малик. Ученик Алкамы бин Кайса, выдающийся ученый, факих времени первых табиинов, основатель иракской школы муджтахидов, совершавших иджтихад методом раи, методом сопоставления аналогий. Жил в Куфе, родом из йеменского племени Наха. Одним из лучших его учеников был Хаммад бин Аби Сулейман, рахматуллахи алейхи. Хаммад бин Аби Сулейман, Абу Исмаиль, умер в 120 году по хиджре, 738 год по милади, по григорианскому календарю. Выдающийся табиин, известный ученый по фикху, учитель имама А'зама, имама Абу Ханифа, жил в Куфе. Основными его учителями был Анас бин Малик, ради Аллаху, сподвижник пророка Мухаммада ﷺ, и Ибрахим ан-Нахаи, рахматуллахи алейхи. Учился также у Заида бин Вахба, Саида бин Мусайяба, Саида бин Джубайра и Кримы Аби Ваиля. Его учениками были его сын Исмаиль бин Хаммад, Асим аль-Ахваль, Шоба, Суфьян ас-Саури, Хаммад бин Салама, Мисхар бин Кадам и Абу Ханифа, Хаким бин Утайба, рахматуллахи алейхим аджмаин. Переданные им хадисы помещены в 4 сборниках Сунан, а также в сборнике хадисов имама Муслима и в книге Адаб аль-Муфрад имама аль-Бухари. Будучи последним звеном цепи передатчиков науки фикх мазхабу Ханафи, он передал эти знания от Анаса бин Малика и Ибрахима ан-Нахаи, который передал их от Алкама бин Кайса, а тот от Абдуллаха бин Масхуда, ради Аллаху анху. Абдуллах бин Масхуд передал эти знания непосредственно от пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям.